Ингушетия из своей истории, она видела очень многое. Она знает, что такое депортация, она знает, что такое экстремальная ситуация. Ингуши больше не хотят выживать, ингуши хотят жить нормальной жизнью. Вот есть определенные силы, они есть и в стране, и за рубежом, которые сегодня Ингушетию хотят выбрать площадкой для решения своих проблем, там, скажем, против власти России, против региона нашего, Северокавказского. И вот попытка, мы уже знаем, что эти попытки, там, чем они кончились в Чеченской республике, мы знаем то, что всегда это, за этим стоит вот, как бы не очень хороший практически потом итог. И ингушам, многонациональному народу Ингушетии, вот такая ситуация, такой ход, такой миропорядок, такая идеология, она не для нас. Республика сегодня – это политическая стабильность, экономический динамизм и инвестиционная привлекательность. Кто бы, что бы, где бы, как бы ни планировал, другого у нас в республике не будет. Полезная вещь сейчас, с учетом того, что цифры начинают двигаться. Если мы сейчас это не сделаем, то это сделают у нас те... Абсолютно. Мы тогда просто будем покупать ресиверы в других странах. А эти приставки у нас могут потребоваться, наверное, там, в количестве до 50 миллионов штук. Это огромный рынок. По сути, нужно такие предприятия строить в каждой федерации. Потому что мы строим, и вообще не хватает инцидентов, и строительных материалов. Здесь вообще свой производственный процесс, предприятие это покроет подробности. Это покроет полностью все подшипности республики. Это вот завод по переработке древесины, да? Да, это переработка древесины. Предприятие УСП, я знаю, 200 тысяч. Сколько инвестиций? Всего 30 миллиардов. Большие. Зязиков занимает жесткую позицию, а это многих не устраивает. Мне мой дед говорил, если в селе все тобой довольны, ты должен задуматься, насколько ты настоящий мужик. Так не бывает, что все тебя, как бы, тебя уважали, все тебя любили. И еще, выше всего он ценит свою независимость, чтобы быть свободным в принятии решений. Вот чем отличается президент Ингушетии? Вот меня никто, кроме Всевышнего и народа моего, никуда не двигал и никуда не избирал. Поэтому я свободен в принятии решений. А это очень кому-то не нравится. А мне нравится то, что нравится моему народу.